Тапцалай тетялар пце, тетялар бепешного, цала. Давай. Вот наши первые шаги. Такое впервые увидели сотрудники культурно-благотворительного фонда «Ашана» годовалую Аслану Джинджолия. Родители девочки, узнав о редком заболевании несовершенный остеогенез, поняли, что сами не справятся. Несовершенный остеогенез – заболевание костей. Кости ломаются при легком объятии и даже под тяжестью одеяла. Таких детей называют хрустальными. Это генетическое заболевание, и если есть поломка в генах, то, к сожалению, сейчас никто исправить ее не может. Все, что мы можем, это достичь нормального образа жизни. То есть при некоторых типах остеогенеза вообще абсолютно никаких ограничений можно этого добиться. При асланином типе остеогенеза очень хорошо будет, если мы добьемся полной автономности, если Аслана будет абсолютно не зависеть ни от кого и полностью себя обслуживать, а в будущем и ухаживать за своими родителями, когда вырастет. Сейчас Аслане 4. За последние 3 года, благодаря вам, она прошла 9 курсов лечения в единственном российском центре, где лечат это заболевание – в Европейском медицинском центре города Москвы. Появился результат. У Асланы перестали ломаться кости. Она научилась стоять, передвигаться, а у ее родителей появилась надежда на будущее дочери. Как самому терпеливому, храброму и, конечно же, любимому пациенту в Европейском медицинском центре Аслану наградили вот такой грамотой. Она должна беречь себя, она не должна прыгать, она не должна бегать. Всю жизнь она должна себя беречь. Она даже говорит: мама, будь рядом, а вдруг я упаду, и мне потом будет больно. Большой перелом у нее здесь. Вот. И больше деформации, чем на этой ноге. Аслана 3, самый младший ребенок в семье. Мать все время рядом. Заработка семьи не хватает даже на консультацию врачей. На 9 курсов лечения Асланы Джинджолия было собрано более 700 тысяч рублей. И эти деньги собрали вы, наши дорогие граждане, которые не остались равнодушными к судьбе маленькой хрупкой девочки. Взглянув в ее глаза, невозможно равнодушным остаться. Очень хочется просто, чтобы она выздоровела. Вот, потому что это прекрасный ребенок, как и все остальные. Нету плохих детей, все хорошие дети. Вот, и хочется, чтобы они все здоровые были. Если что-то я могу для этого сделать, я вот стараюсь. Эстафета добра – так называется акция, организованная культурно-благотворительным фондом «Ашана». В ней могут принять участие все желающие помочь и поддержать больного ребенка. Сегодня эстафету добра принял на себя отец двоих девочек Григорий Пилия. Находясь в Москве, он часто встречал Аслану с мамой, когда она приезжала на очередные курсы лечения. Так он проникся сочувствием к Аслане и привязался к ней. Говорят, что здоровье не купишь, но поправить как-то его можно за деньги. Вот, поэтому, естественно, любое лечение требует затрат, зачастую немалых. Вот, поэтому одна смс-ка там в день 20 рублей, которая стоит, вроде кажется, что ничего особенного, а на самом деле, когда эту смс-ку пошлет 1000 человек, это уже не 20 рублей, вот, это уже 20 тысяч. Я всех призываю участвовать в этом деле, потому что это доброе дело, а Бог, я думаю, нас всех благословляет за добрые дела. За время существования акции «Спасем жизни вместе» медицинскую помощь получили более 50 абхазских детей. И, конечно же, без вас творить добро было бы невозможно. Вклад любого неоценим. Без вашей помощи у Асланы переломы повторялись бы и вновь, и она не могла бы даже передвигаться. Сегодня она уже не только самостоятельно ходит, но научилась даже танцевать. Большое спасибо тем, которые нам помогают, и фонду «Ашана». И если бы не фонд «Ашана», я не знаю, что даже было бы с Асланой. Она, наверное, до сих пор сидела бы. Моя мечта, самая большая мечта, чтобы она самостоятельно пошла. И этот путь нельзя прерывать. Достигнутый результат исчезнет, ей станет хуже. Переломы повторятся снова. Ей нужна наша помощь. Стоимость годового курса лечения в Европейском медицинском центре города Москвы составляет 360 тысяч рублей. Чтобы помочь Аслане, надо отправить СМС со словом «добро» на короткий номер 5050. Вместе мы спасем жизнь еще одного абхазского ребенка. Анна Гуния, Артур Каландя. Абхазское телевидение.